9 апреля у нас в республике, первый, кстати, республиканский, будет не особо интересен, но, думаю, нам всем будет полезно узнать, что же будет обсуждаться на мужском здоровье и долголетии на севере. Я напомню, что это первый республиканский форум, который проходит в Якутии, объединяет как медицинскую общественность, так и просто население для решения вопросов здоровья мужчин. И сегодня у нас в студии об этом более подробно расскажет Василий Васильевич Астабунаев, известный уролог, председатель региональной общественной организации Ассоциации урологов Республики Саха-Якутия, член правления Российского общества урологов, и Степанюк Нина Федоровна, она является урологом клиники детской урологии РБ-1, Национальный центр медицины. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какие вопросы будут освещаться на форуме в области вашей сферы урологии? В области урологии это, конечно, в первую очередь вопросы репродуктивной медицины. Да? И будут обсуждаться причины, факторы, влияющие на плодовитость мужчины. А также в контексте мужского здоровья совместно с врачами, эндокринологами, кардиологами, да, будут обсуждаться вопросы именно заболеваемости, урологических заболеваний у мужчин. Вопросы решения как раз именно в диагностическом плане и в лечении и в профилактике заболеваний именно мужской сферы в области урологии. А вот что входит в понятие мужская репродукция? Мужская репродукция, значит, вообще репродукция – это и есть воспроизведение. Воспроизведение, которое является сложнейшим биологическим феноменом для реализации программы сохранения рода, вернее, сохранения вида и продолжения рода. И мужская репродукция касается именно, во-первых, два участника, да? Это и мужчина, и женщина. Без мужчины и женщины, в смысле без мужчины, воспроизводство, конечно, невозможно. Поэтому мужская репродукция касается именно вопросов мужской плодовитости. А какие факторы влияют на мужскую плодовитость? На мужскую плодовитость это и внешние, и внутренние факторы, но они пересекаются. Внешние – это экология, это производство, вредное производство, это образ жизни, это токсические продукты, это алкоголь, табакокурение, стрессы занимают лидирующее место. Все это способствует нарушению метаболизма в организме мужчины, да, который отражается на функции яичек. Это и воспалительные заболевания внутренние, да, если мы говорим о внутренних, воспалительные заболевания урологического характера, это травмы, это состояние, кстати, центральной нервной системы, особенности позвоночника, пояснично-крестцового отдела, потому что это тоже имеет очень большое значение и влияет на состояние фертильности или плодовитости мужчины. А есть какая-то статистика по мужскому бесплодию? По мужскому бесплодию, но сейчас мы говорим о соотношении 50 на 50 женского и мужского фактора. А вообще по бесплодию в целом, да, по России эта цифра уже превысила 15% барьер. И по данным ВОЗ, когда идет превышение свыше 15%, это является угрозой национальной безопасности. Поэтому данная тема, конечно, очень актуальна. Нина Федоровна, вы как детский уролог наверняка знаете, да и можете посоветовать, на что обратить родителям, в первую очередь родителям, у кого мальчики. Именно вот в детском возрасте, в период социализации индивида, закладываются основы будущего сексуального поведения, да, формируются репродуктивные зачатки и отношение человека к своему будущему потомству. А истоки мужского бесплодия почти всегда лежат в основе патологии мужских половых органов. То есть не выявлены, не своевременно диагностированы или не своевременно прооперированы или вылечены эти дети. Значит, на что следует обратить внимание в первую очередь в период новорожденности мальчика. Мы говорим сегодня о мальчиках, да? Значит, необходимо в первую очередь обратить внимание на строение наружных половых органов. Это асимметрия мошонки, отсутствие яичка в мошонке с одной стороны или с двух сторон, то есть слева, справа или двухсторонний крипторхизм, наличие жидкости в оболочках яичка, то есть такое заболевание, как водянка оболочек яичка или гидроцелий, мы говорим, пахово-мошоночные грыжи,
недоразвитие кавернозных тел полового члена, недоразвитие уретры, такое заболевание, как гипосподия. К сожалению, вот в период новорожденности встречается такое грозное заболевание, как острое заболевание яичка. Значит, к ним относятся внутриутробный перекрут яичка и инфаркт яичка, которые ведут к необратимым последствиям. В данном случае, вот если такое происходит, сохранить орган никогда не удается. То есть уже все, эта операция заканчивается орхиэктомией. А вот на что надо тогда родителям обращать внимание в первую очередь? Вот и я вот то, что сказала, да, Ага. что это в роддоме. В принципе, все диагнозы уже у нас неонатологи достаточно грамотные, все у нас уже это выявляется. Затем ребенок уходит в поликлинику и наблюдается детским хирургом поликлиники по месту жительства. Но так как родители знают, что у вашего ребенка какой-то, у него у ребенка имеется данный диагноз, необходима консультация детского уролога-андролога. Ну вот по ситуации у нас в городе фактически так-то ситуация благополучная, потому что каждый детский хирург, почти каждый детский хирург имеет сертификат по детской урологии и андрологии. В республике у нас ситуация немножко другая. Значит, там мы, силами урологов... Силами урологов, я так понимаю, что вы пытаетесь решить эту проблему. Да. Спасибо большое, что это утро вы подошли к нам, рассказали о такой важной, достаточно серьезной проблеме. Хочется пожелать, чтобы на этом форуме «Мужское здоровье» были обсуждены темы и найдены пути решения. Спасибо. Ну да, на самом